Мы продолжаем знакомиться с приемными семьями Алекминского района и сегодня посетим город Алекминск. Здесь проживает 4 приемные семьи. Одна из них – многодетная приемная семья Митюковых. В семье воспитывается 6 родных детей и одна приемная 13-летняя дочь Алиса. Мы увидели, как хорошо занимается с детьми Алексей Александрович, пока Марина Сергеевна кормит маленького Елисея. У нас семья Митюковой. Вот у нас старшая дочь Милада, Александр, сын, вот дочь уже 18, она учится у нас в Калининграде. Решила быть детским хирургом. Сын учится в кадетском училище в Усолье-Сибирском уже 3 года. Собрался сейчас после кадетского в воздушно-десантное Рязанское училище. Алиса, дочь у нас, ей 13 лет. Мира, ей 12 лет. Акимчику 8 лет. Авдюше 6 лет. И сейчас скоро подойдет Елисей. Ему 8 марта родился. 40 минут не хватило до 9 числа. 4 месяца, да. А скажите, пожалуйста, как Алиса появилась в вашей семье? Ну, мы как бы вообще не думали даже об этом, если быть предельно откровенным. Это все так спонтанно получилось. А потом, когда подумали, как бы, да, это поднять своих детей – это одна сторона, говорю, медали. А вот если ребенка со стороны взять и также подарить ему любовь, ласку, заботу, как бы это, решили так и сделать. И вот уже 13 лет у нас дочь, как бы, ничем не отличается от наших, такой же член семьи, как бы также любим ее. Мы действительно увидели теплые и гармоничные отношения приемных родителей к Алисе и поначалу даже не определили, кто из детей является приемным. Это говорит о том, что родители смогли правильно выстроить отношения в семье, где каждый ребенок имеет все условия для успешного развития. 6 лет я увлекаюсь танцами. Также участвую на многих мероприятиях, почти во всех. Помимо танцев я увлекаюсь рисованием. Может, еще куда-то пойду, если еще что-нибудь понравится. Получается, что вот у вас, Алиса, подросткового возраста, да, какие-то проблемы есть? И вот как вы их решаете, как преодолеваете? Да, как бы проблема не у всех и не у приемных детей. Это все через это проходят. Конечно, есть, но беседуем, где-то ругаемся, как в обычной семье, как бы и решаются проблемы. Где-то вот в телефоне там ограничиваем, чтобы, потому что общество это все влияет, как бы компании, допустим, не те, которые нужно. Вот планируем сейчас, куда будет поступать дальше, наверное, в Алдан, да, с мамой они планируют, как бы там на акушера, там вот колледж есть, как бы, пока туда, думаем, тоже с медициной связать. Родная дочь Мириам в свои 12 лет радует родителей спортивными достижениями. Я занимаюсь лыжным спортом уже 6 лет. Это мои медали. Тут и за 2-е места, и за 1-е, и за 3-е. Алексей Александрович всех детей приобщает к спорту. В доме своими силами он сделал спортивный уголок, и теперь Аким и Авдей имеют возможность заниматься каждый день. Восьмилетний Аким не только с удовольствием занимается спортом, но и помогает папе во всех его делах. Мы с папой любим. Я ему помогаю часто. Там с Валером. Я люблю еще гонять в футбол. Они, кстати, все втроем, вот Авдюша, Аким и Алиса на бокс ходят. Да. Да. Записались, его 6 лет не брали, но он показывает такие успехи уже у нас. И Алиса вот тоже втянулась, как бы, и тренер ее заметил.
Ну, я хорошо занимаюсь. Он ГТО нынче сдавал со всеми вместе. И он обогнал ребят, которые им уже по 8, по 10 лет, как бы там, и в отжиманиях, как бы там, и в беге их там, и утер нос им, но... Алексей Александрович мечтает расширить спортивную площадку для детей во дворе, что позволит им лучше заниматься и больше времени проводить на улице. Марина Сергеевна и Алексей Александрович создают все необходимые условия для полноценного развития детей, стараясь обходиться своими силами. Нормально все, достаточно для жизни. Единственное, да, вот, ну, да, дочь, согласна, что как бы вот такие профилактические беседы бы проводить в плане того, что вот, даже на чужом примере, пусть он будет горький, чтобы, ну, как бы понимали дети, что такое семья вообще. Вот это же хорошо, что вот мы сидим сейчас все вместе, родные, как бы она там не отличается ничем. Вот это надо ценить. Многие этого не имеют, как бы дети и хотели бы этого иметь. И ну, иногда вот в ругане вот проскакивает вот такое вот, что ну ладно, что, уже это. Так, просто говорю, для профилактики, вот такой, вот как вот сегодня говорили, Ольга Михайловна говорила, есть участковый такой, есть участковый такой, есть такой участковый, да, и как бы неплохо было бы иметь такого участкового, чтобы вот он приходил, как бы, и беседовал. А так, ну, для нас такой же ребенок родной, и проблем нету таких, ну, глобальных, я имею в виду. На некоторых посмотришь, как бы там и такое там заворачивают. Да родные дети заворачивают. Вообще, как бы, если смотреть гораздо дальше, гораздо глубже, это к родителям вопрос, ко всем. Вот как они относятся, как вот посмотришь на молодежь. Я вот сегодня, у меня сердце радуется, что сын пришел, он высокий, накачанный, как бы, да, там думает, как бы там России послужить, там родине послужить. А егошние сверстники, вот уже где пивасик, где сигаретка, там прически эти непонятные. То есть, ну, менталитет меняется, и родители как бы, ну, сами относятся вот так вот. Мы еще, слава богу, вот старые закваски вот понимаем, как бы, что вот, поэтому, ну, где-то в ежовых рукавицах держим, телефоны все мониторим, с кем общаются, как бы. Хоть и обижаются, что там личное там пространство нарушаем их, но куда деваться, кому сейчас легко. Зато потом не стыдно будет. Вот. Ну так, конечно, хотелось бы, чтобы народ тоже так бы не безразлично смотрел на все эти вещи, как бы, тоже бы детей брали. Много детей, вообще надо, вот военно-патриотическое движение, вот это надо развивать. Слова о военно-патриотическом воспитании не случайны. Алексей Александрович служил в ВДВ и стремится к тому, чтобы сыновья пошли по военной стезе. И надо сказать, что мальчики не отлынивают от папиных занятий, демонстрируя в свои годы очень хорошую физическую подготовку. И мы надеемся, что когда они вырастут, пройдут службу в вооруженных силах страны, оправдают папины надежды и станут настоящими мужчинами. Все это – дружные гармоничные отношения, послушание детей – невозможно без правильного и ответственного родительства. Нас учат быть врачами, поварами, я не знаю, водителями нас учат быть. А вот родителями нас же никто не учит быть, нет таких институтов и школ таких нет, и поэтому невозможно прожить и не совершать ошибки. Все совершают ошибки. Просто говорят, что учитесь на чужих ошибках, но на самом деле это не так. Так же и в родительстве. Так же и в родительстве совершаешь ошибки, стараешься их исправлять максимально, пытаешься научить детей не совершать ошибки, но нет. Методом проб и ошибок и семья укрепляется. И дети растут в таких семьях. А так, чтобы прям совет какой-то, панацея, такого, наверное, нет. Каждый индивидуален.
Не, просто если многие вот, как бы вот разговариваешь, они, о, столько детей там, да. Как вы с ними справляетесь? Да, Это же то такой есть сумасшедший дом. для людей, как бы они начинают сразу искать проблемы, там, о, Да. то. Просто если все проблемы перечислять, то и на ногах пальцев не хватит там. И одного невозможно. Тем более сейчас государство вообще помогает, ну, многодетным и для молодых семей. Все же есть и самое главное жилье, да, это 50% проблем уже все. А там уже что, куда направляешься? Конечно, и надо не бояться эти трудности, идти и шагать. Наши сегодняшние герои, многодетная приемная семья Митюковых, своим примером показывает, что все возникающие трудности преодолеваются и в 100 крат вознаграждаются любовью и счастьем детей, воспитывающихся в семьях. Знакомьтесь, Богдана. Нашей Богдане 2 года и 5 месяцев. Богдана очень спокойная, ласковая, веселая девочка. Любит играть, собирать пирамидки, шнуровки, вот она очень любит. Богдана пытается самостоятельно одеваться, самостоятельно кушает. Очень аккуратная девочка. Да? Богдана легко идет на контакт со взрослыми, реагируя на обращение к ней положительными эмоциями. Очень любит Богдана катать свою куклу, бережно усаживая ее в коляску и прогуливаясь по коридору. Богдана, как и все дети, любит открывать что-то новое для себя, при этом осторожно изучая все вокруг. Одно из таких мест – соляная комната, где Богдана любит бывать и получать новые эмоции. Девочку очень любят сотрудники центра. Мы очень надеемся, что в ближайшее будущее наша Богдана обретет любящую семью. Мы присоединяемся к этим словам и надеемся, что после нашего сюжета у Богданы появится семья.